Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. Арбитражный суд Якутии сообщает, что в прошлом году резко увеличилось количество споров, связанных с охраной интеллектуальной собственности. С 37 в 2017 до 68 в 2018 году. Суд отмечает, что в значительной степени почти двукратное увеличение числа исков в республике обеспечила красноярская фирма «Некоммерческое партнерство Красноярск против пиратства», представляющая правообладателей на товарные знаки мультипликационных героев: Маша и Медведь, Свинка Пеппа, Медвежонок Тедди, Смешарики и Фиксики. Все дела серийные, суммы исков от 10 до 90 тысяч рублей. По итогам рассмотрения 5 дел прекращены в связи с заключением мирового соглашения и отказа от иска. 58 дел завершены удовлетворением исковых требований. А по 11 делам исковые требования удовлетворены частично. Ну и недавно в суд поступило дело от имени самого Стаса Михайлова. Из искового заявления следует, что в октябре 2017 года в торговой точке, принадлежащей обществу с ограниченной ответственностью «Меркурий-17» в селе Намцы, истцом, был приобретен за 150 рублей диск, сборник, на котором содержались 7 музыкальных произведений в исполнении Михайлова Станислава Владимировича. Истец указывает, что данный товар распространялся ответчиком без разрешения истца. На товаре отсутствовала информация об авторском праве и смежных правах. Истец считает, что, осуществляя реализацию товара, ответчик нарушил принадлежащие правообладателю исключительные авторские права на музыкальное произведение. В исковом заявлении истец просил взыскать с ответчика сумму компенсации в размере 49 980 рублей, но затем истец увеличил сумму компенсации до 140 тысяч рублей. В следственный изолятор Нерюнгри доставлен 20-летний лудоман, который, находясь под следствием за мошенничество, обманул несовершеннолетнюю знакомую. В полицию обратилась возмущенная мать девушки, сообщив, что парень завладел телефоном дочери. Гаджет был отдан якобы для того, чтобы отчитаться перед родственниками за потраченные деньги, которые они ему дали. Но, как оказалось, молодой человек плотно подсел на азартные игры, а телефон просто сдал в ломбард за 6 тысяч. Деньги, конечно, проиграл. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество». В первый отдел столичной полиции обратился местный житель. Он сообщил, что к нему в гости зашли двое друзей. В ходе совместного застолья он задремал, а проснувшись, обнаружил отсутствие 15 тысяч рублей. Сотрудники отдела уголовного розыска задержали подозреваемого в совершении кражи. Им оказался 31-летний уроженец Якутска, ранее судимый за грабеж. Задержанный дал признательные показания и пояснил, что похищенное потратил на спиртное и развлечения. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража». К федеральной повестке в Томске возбуждено уголовное дело по факту гибели младенца в результате нападения собаки. Девочка в возрасте 1 месяца стала жертвой нападения собак в одном из частных домов Томска. Пока ее мать вышла во двор, в доме оставались только младенец и 2 собаки. Вернувшаяся мать обнаружила ребенка с множественными ранами, похожими на укусы животных. Девочка была доставлена в больницу, где на следующий день скончалась. Следственными органами Следственного комитета России по Томской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». В настоящее время следователи работают над установлением всех обстоятельств трагедии. А в Астраханской области возбуждено уголовное дело по факту финансирования терроризма. Следственным комитетом России на основании материалов ФСБ возбуждено уголовное дело в отношении жительницы Астраханской области, подозреваемой в финансировании запрещенной в России международной террористической организации «Исламское государство». Следователями совместно с оперативными сотрудниками ФСБ установлено, что жительница Камызякского района являлась одним из организаторов законспирированной ячейки, которая осуществляла сбор средств в Москве, Астрахани, Томске и ряде других субъектов Северокавказского федерального округа для финансирования деятельности боевиков. Подозреваемая с 2016 года по настоящее время в закрытых чатах мессенджера Telegram размещала реквизиты банковских карт для сбора денег, которые затем переводила в адрес основателя запрещенного в России Исламского фонда. Общая сумма собранных таким образом средств составила не менее 1 миллиона рублей.
Кроме того, в своем телеграм-канале она распространяла аудио и видеоматериалы экстремистской направленности. В поле зрения правоохранительных органов она попала в 2018 году в ходе операции по пресечению на территории Москвы и Томской области деятельности преступной группы, члены которой подозревались в финансировании терроризма и участии в террористической деятельности. Организаторы этой группы уже осуждены к длительным срокам лишения свободы. В ходе проведенных обысков по месту жительства женщины изъяты мобильные телефоны, на которых обнаружены текстовые и голосовые сообщения о перечислении денежных средств для боевиков, платежные карты. На этом пока все. Берегите себя.